Здравствуйте, на телеканале «Новый век». Программа «Вызов 112». В студии Айдар Гумеров. И сегодня мы расскажем о причинах крупной аварии на улице Чистопольская. Они от линии удара ушли, получается, а я не успел уйти от линии удара. Почему в центре Казани сгорела иномарка? Горит Лансер, хорошо горит. И как 100 тысяч рублей вредили здоровью пенсионерки? Кого обманывали? Бабушку. Вместо порчи ее избавили от всех накоплений. Это не только в ближайшие 10 минут. Разные взгляды на одну аварию. Лада Калина и Ниссан Альмера столкнулись сегодня на пересечении улиц Чистопольская и Абсолямова. Вся сила удара пришлась в правый бок отечественного автомобиля. От столкновения машина отлетела на тротуар, едва не задев пешеходов. Детали происшествия в репортаже Рамиля Шайдуллина. Была скоро, там девушка чуть-чуть. В момент удара в салоне иномарки находились 3 человека. Осмотрев пассажирок, врачи не нашли ничего серьезного. Как так произошло, объяснил водитель Ниссана. По его версии, автоледи за рулем Лады в это время на перекрестке не должно было быть. Мы все ехали оттуда на зеленый. Те 2 крайние левые полосы, я на 3-й ехал, вот 4-й ближайший. Там выехало 2 больших джипа. Они ударили по тормозам, я, соответственно, вместе с ними. Они от линии удара ушли, получается, а я не успел уйти от линии удара. Получается, она же сюда уже проскочила, поскольку они успели уйти, а я вот не успел уйти. А ей красным, что ли, горело? Да. Она говорит, что она, завершала маневр. О завершении маневра говорил и родственник автоледи. Отметил, что девушка выехала на перекресток еще на разрешающий сигнал светофора. Заехала на зеленый, посередине загорелся зеленый свет, заморгал зеленый свет уже посередине. Она хотела закончить маневр. В результате удара у иномарки был смят передний бампер, у Лады пострадала правая часть автомобиля. За чей счет ремонтировать машины станет ясно после разбора в ГИБДД и выявления виновника. Возможно, помочь в этом смогут записи с камер, установленных на перекрестке. Рамиль Шайдуллин, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Сгорел у всех на виду. Этим утром десятки автомобилистов стали свидетелями того, как на съезде с Вишневского на улицу Ершова вспыхнул Mitsubishi Lancer. По предварительной версии, возгорание могло произойти в моторном отсеке. Огонь охватил половину автомобиля, пока пламя не сбили прибывшие на место пожарные. В результате инцидента водитель не пострадал, а вот его транспортное средство с большей вероятностью восстановлению не подлежит. Отвлеклась от дороги и спровоцировала ДТП. На улице Закиева столкнулись Ford Focus и Opel Astra. Девушка за рулем Фокуса попыталась резко перестроиться, но не рассчитала дистанцию, зацепила Opel и протащила за собой несколько метров. Ну, она говорит, что она права, но здесь очевидно. Тут у меня жена ехала с правой стороны, на правой стороне, и слева резко перестроение. То есть, в любом Фокусе должен был убедиться в безопасности маневра. И все. Вину свою девушка за рулем Форда не признала и комментарии давать отказалась. Между участниками ДТП разгорелась дискуссия на тему того, кто прав, а кто виноват. Но окончательное слово останется за сотрудниками автоинспекции. Серьезная авария произошла накануне на улице Васильченко. Там столкнулись Nissan Qashqai и Lada 11 модели. Иномарка вылетела на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с отечественным автомобилем. Водители обоих автомобилей и девушку, которая сидела на пассажирском сиденье Лады, госпитализировали в больницу. Со слов друзей водителя иномарки, он уснул за рулем. Мужчина не спал из-за работы 3 суток. Избавила 80-летнюю пенсионерку от зла, нечисти и источника всех болезней в виде 100 тысяч рублей. Сотрудники полиции в Ивановской области задержали 43-летнюю женщину, которую подозревают в мошенничестве в Казани. Подозреваемую доставили в Казань, потерпевшая ее опознала, да и сама задержанная не стала отрицать факт обмана. Как все это было, рассказала Альбине Минибаевой. Кого обманывали? Бабушку. Она подошла к пенсионерке на остановке, завела обычный непринужденный разговор. Между делом поинтересовалась здоровьем. Ответ знала заранее. Здоровых пожилых людей встретить сложно. Бабушка пожаловалась на больные ноги и тут же услышала причину – сглаз и порчи. И настаивала на ритуале избавления. Иначе печальный итог не заставит себя ждать. Бабушка согласилась. Мошенница попросила принести все имеющиеся в доме деньги, поскольку они негативно влияют на жизнь и здоровье женщины. В условленное время они встретились во дворе одного из жилых домов Московского района. Пенсионерка передала лжецелительнице свои сбережения в сумме 100 тысяч рублей.
Вот они прогуливаются, их сняли камеры видеонаблюдения. Процесс избавления от корня всех болезней был прост. Женщина взяла деньги, положила их в пакет, немного над ним поколдовала и отдала обратно. При этом предупредив, для получения результата открывать его нельзя несколько дней. Но бабушка не выдержала. Дома пенсионерка решила проверить содержимое пакета, однако вместо своих денег обнаружила внутри стопку нарезанной бумаги. Поняв, что стала жертвой мошенников, пенсионерка обратилась в полицию. Полицейские заподозрили в совершении этого преступления 43-летнюю женщину, установили ее местонахождение и задержали в Ивановской области. Вы откуда в Казань приехали? Город Волгоград. Уроженка Волгограда. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье мошенничества. Суд решил ее арестовать. Полицейские же считают, что это преступление в ее послужном списке далеко не единственное. И просят всех, кто, возможно, пострадал от ее действий, сообщить об этом в управлении внутренних дел или по телефону, указанному на экране. Альбина Минибаева, Алла Рыкова. Вызов 112. А в Альметьевске 29-летняя девушка отдала мошенникам 55 тысяч рублей. Злоумышленник действовал от имени оператора одного из банков. Девушке пришло сообщение о том, что ее карта якобы заблокирована. Чтобы отменить блокировку, посоветовали набрать определенную комбинацию в банкомате. Девушка поверила и, недолго думая, совершила рекомендуемые в сообщении манипуляции. В этот же момент с ее счета пропали 55 тысяч рублей. Полицейские установили, что деньги ушли в Санкт-Петербург на 3 абонентских номера афериста. Почти 4,5 тысячи литров алкоголя различных наименований изъяли сотрудники отдела экономической безопасности в Набережных Челнах. Там были даже элитные напитки. Склад немаркированного спиртного был в одном из гаражей, арендованном мужчиной год назад, уже судимым за незаконный оборот спиртосодержащей продукции. Алла Рыкова узнала, как на него вышли, и выяснила ассортимент предполагаемых напитков. Здесь были напитки на любой вкус и кошелек, от легких аперитивов до элитного алкоголя самых различных наименований. Всего свыше 3000 литров. Все хранилось в помещении одного из гаражей Автограда. Вышли на него оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. После того, как вместе с автоинспекторами остановили автомобиль, в котором обнаружили немаркированную спиртосодержащую продукцию. Сопроводительных документов и лицензии на продажу спиртного у водителя не нашлось. Спиртное у него изъяли и спросили, откуда все взял. В ходе дальнейшей проверки оперативники подразделения экономической безопасности установили владельца поставщика данной алкогольной продукции. Им оказался житель города Набережных Челнов. Как установили оперативники, этот мужчина в минувшем году уже был судим по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности». 1 год он провел в местах лишения свободы. В общей сложности полицейские изъяли около 4,5 тысяч литров алкогольной продукции. Образцы изъятого направлены в экспертно-криминалистический центр по Республике Татарстан. Сейчас полицейским предстоит установить качество изъятой продукции, подлинные или акцизные марки, наклеенные на часть товара, и происхождение этих напитков. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Она предусматривает до 3 лет лишения свободы. Алла Рыкова, вызов 112. Казанские квартиры домушникам не интересны. Полицейские сегодня рассказали, кто и как обчищает квартиры казанцев и почему к этому виду наживы резко упал интерес в криминальном мире. В этом году зарегистрировано рекордно низкое число квартирных краж, при этом раскрываемость их неуклонно растет. Айрат Назипов узнал все подробности. Воровать стали меньше, а попадаться чаще. Только за 9 месяцев этого года в Казани зарегистрировано 102 дачных кражи, гораздо меньше, чем в минувшем году. Вместе с тем в 1,5 раза увеличилась их раскрываемость. Впрочем, расслабляться некогда, уверены полицейские. На носу новый сезон. Принято считать, что большинство дачных краж совершаются зимой, когда жильцов дома нет. Однако по статистике большинство подобных преступлений происходит поздней осенью и ранней весной, когда подъездные пути к садовым товариществам открыты. Похожая ситуация и с квартирными кражами. На данный момент их зарегистрировано 91. Лучший результат за последнюю пятилетку. Связывают это с большим числом в Казани камер видеонаблюдения. Просматривается очень многое. Порой можно даже проследить путь человека от начальной до конечной точки. И профессиональные домушники об этом прекрасно осведомлены. При освобождении из мест лишения свободы, то есть мы стараемся всех лиц, которые ранее совершали именно профессиональные квартирные кражи, то есть отслеживать, где находится, чем занимается. Большинство переезжает в другие города. Официально, то есть регистрация имеется и так далее. То есть общение с родственниками говорит о том, что, как говорят, уезжает на заработки. Я так думаю, что все-таки свои преступные действия уже совершают в других регионах, где это более возможно.
И подобные кражи, говорят полицейские, совершаются, как правило, спонтанно, в основном людьми с алкогольной и наркотической зависимостью или без определенного места жительства. И советуют на дачах укреплять входные двери, ставить решетки на окнах и забирать ценные вещи. В квартирах же рекомендуют использовать охранную сигнализацию и зашторивать окна. Айрат Назипов, Константин Бушуев, «Вызов 112». Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Айдар Гумеров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.